Человека, в чью честь по всей стране в эти дни проходили памятные мероприятия, знают многие. Большой человек прошел большой жизненный путь. Достойно все свои 96 лет. И сегодня Кыргызстан отмечает его 100-летний юбилей. Торжественный праздник Национальной филармонии, возведенный в 1980 году с подачи первого секретаря ЦК Компартии Киргизии Турдакуна Усубалиева, сегодня едва не заставил прослезиться приглашенных. Большинство гостей – это люди советского времени, которые в разные годы в разных сферах работали под руководством знаменитого лидера Кыргызской ССР. На этих кадрах Турдакун Усубалиев, стоявший бессменно у руля республики без малого четверть века, словно оглядывается в прошлое, без которого будущее современного Кыргызстана было бы иным. И вот замелькали воспоминания, важнейшие вехи в период его руководства страной. Вы знаете, что автодорога Крым-Задош не завершена. Это проекты века, которые благодаря Турдакуну Усубалиеву превратили Советскую Республику из аграрной в аграрно-индустриальную. Кроме заводов и фабрик, в сфере легкой сельскохозяйственной промышленности, машиностроение и недродобыча, энергетика стала главным его делом. Сумев отговорить кремлевское начальство от идеи возводить в Нарыне крупную ТЭЦ, он сделал ставку на более экологичную гидроэнергетику. И в своей манере говорить аргументированно и стратегично его предложение было одобрено. Так случилось строительство крупнейших в Центральной Азии ГЭС – Токтагульской, Ташкумырской, Шамалдысайской, Учкургонской и Крупсайской. Именно ее строительство шло при особенном участии Турдакуна Усубалиева, и она заслуженно теперь будет носить его имя. Период с 1961 по 1985 годы ознаменовался расцветом республики. Это бум по созданию рабочих мест на производстве. Товары, сошедшие с конвейеров фрунзенских заводов, экспортировались в 53 страны мира. Многие решения удаленных московских руководителей в отношении Киргизии благодаря своему патриотизму и мудрости Усубалиев смог предотвратить. Именно при нем, наконец, было запрещено выращивать коноплю и опиумный мак в Иссыкульской области. Все то, что создано сегодня в республике, это его вклад, это его путь, это его дело. Это электростанции, которые были построены, целый каскад Нижненарынского каскада электростанции. Более того, он оставил много напутствий продолжить энергетическую безопасность нашей страны. А это значит, надо строить Кукумерен. А это значит, надо сарджатские станции строить. А это значит, надо малые ГЭСы строить. Своей столицей кыргызстанцы также обязаны Турдакуну Усубалиеву, похожей на большую деревню Фрунзе. Именно при нем приобрел свой уникальный облик. Его называли главным архитектором столицы, а другие говорили «дорогой наш прораб». Одно за другим возводились монументальные строения. Кыргызского и русского драмтеатра, филармонии, дворца спорта, цирка, центральной библиотеки, музеев исторического и изобразительного, Белого дома и всего комплекса строений площади Алато. Все эти сооружения были грамотно выдержаны в едином стиле, облаченные в белый мрамор. А это Турдакун Усубалиев перерезает ленточку на открытии аэропорта Манас. Период с 1961 года по 1985 год, когда страна находилась под руководством Турдакуна Усубалиева, стал золотой эпохой в развитии страны, которая вписана в нашу историю золотыми буквами. Уверен, что историческое значение этих лет, труд народа, сотворившего эту историю, высокие лидерские качества Усубалиева обеспечили прогресс и развитие в стране. Практически во всех сферах – в сельском хозяйстве, в промышленности, в энергетике, в здравоохранении, в науке и образовании, в культуре и других было отмечено чудо развития. Завершилось строительство дороги Ош-Фрунзе, имеющие ключевое значение для территориальной целостности республики. Были построены автодороги Джамбул, Талас-Су-Самар, Ош-Сарыташ-Карамых. Глава государства подчеркнул, что имел честь работать с Турдакуном Усубалиевым в парламенте. Это было необыкновенной возможностью перенимать опыт. По словам президента, Усубалиев был во все времена дальновидным политиком, который анализировал и представлял свою позицию на основании доводов. Турдакун Усубалиев был государственным, партийным деятелем не только республиканского, но и общесоюзного масштаба. 12 лет проработал в Москве, побывал практически во всех республиках Советского Союза. Хорошо знал жизнь, экономику, культуру других союзных республик. Это позволило ему приобрести глубокие знания, широкий взгляд на вещи и события, приобрести богатый политический опыт. Мне также довелось бок о бок поработать с ним в парламенте страны, будучи депутатом Джугурку Кенеша. На какой бы должности ни находился Турдакун Усубалиев, будь он руководителем государства или депутатом парламента, всегда твердо стоял на своей позиции, свято чтил свой долг перед народом и страной, всегда жил не ради себя, а ради своего народа. Он действительно был живой легендой, ходячим архивом, с феноменальной памятью, благодаря которой он знал в лицо и помнил каждого кадра в регионах страны.
Таким его описывают и его близкие. Сестра Трудакуна Усубалиева, Сайра, вспоминая своего брата, отмечает, он верно служил своему народу и никогда не забывал о своих родственниках. У него была только одна цель – превратить Кыргызстан в цветущую и развитую страну. Он был человеком, который думал о народе, чтобы после него осталась добрая память. И вот сегодня мы вспоминаем все его добрые дела. Он достиг того, к чему стремился. В семье нас было 10, и мы были дружные. Наши родители всегда говорили нам: будьте простыми и трудолюбивыми, думайте о людях. Кроме осязаемого наследия, Трудакун Усубалиев оставил после себя много трудов, написанных им самим. О годах своей работы, о терниях, которые ему пришлось пройти, будучи на посту секретаря ЦК Компартии. Все эти манускрипты находятся в одноименном фонде, руководителем которого сейчас является его внук. Трудакун Усубалиев был человеком, поддерживавшим идеологию страны Советов. Видел в этом пути возможности развития своей родины, пусть и небольшой горной страны. Всегда ратовал за каждый ее кусочек. А сегодня находятся, оказывается, и те, кто хочет перевернуть многие исторические факты. Мы приняли решение, что необходимо защищать, сохранять то наследие, которое он оставил, в том числе и книги. Поэтому вот уже на протяжении 5 лет мы проводим такую постоянную работу в научной среде для того, чтобы публиковать его материалы и стоять на страже того, чтобы не было каких-то искажений. Сейчас такое время, когда социальные сети оказывают большое влияние. И, к сожалению, когда в социальных сетях пишут о том, что проводятся такие-то мероприятия, находятся люди, которые пытаются исторические события трактовать совершенно неверно. Но из-за того, что подобные слухи и прочее имеют место, и то, что социальные сети часто их перехватывают, фонд для этого и создан, для того, чтобы показывать правильную, объективную сторону. Увековечить память предка, говорит Исен, их семья не против. Почему они отказывались от предложения называть улицы в честь Усубалиева? Так по 2 причинам. Во-первых, сам Трудакун Усубалиев был против переименования улиц, а во-вторых, фигура его гораздо масштабнее, чем просто название для улицы. Елена Яковлева, Владимир Кулбалдиев, НТС.